Глава 15. Стремительно наступать и сражаться за Царство Божье. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Это Иисус сказал, что, начиная с дней Иоанна Крестителя, Царство Небесное выдерживает сильные атаки, и что это будет продолжаться до тех пор, пока такие, как Иоанн, не будут забраны в Царство Божье. Иоанн положил свою голову ради Евангелия. Стефан был побит камнями. Это было время сильных атак против праведности. Ранние христиане были вынуждены спасаться бегством, чтобы сохранить свою жизнь. Кровь святых проливалась везде, где Евангелие было проповедано в Римской империи. Преследования христиан императорами записаны в историю как кровавое, дикое время. Тысячи были убиты за то, что они отказывались отречься от веры. Это было время, когда христиане стали так многочисленны в Малой Азии, что языческие храмы были почти заброшены. Представьте такое. Но преследования и пытки христиан были варварскими и жестокими. Тысячи были брошены на растерзание диким зверям, а зрители только аплодировали. Христиан распинали, обезглавливали или превращали в живые факелы. Те, кого пытали за веру, выдерживали пытки, не дрогнув. Множество погибло в Риме, Северной Африке, Египте, Малой Азии. Один историк написал: «Весь мир опустошен». Это были решительные, постоянные и систематические попытки уничтожить христианство. В римских катакомбах были обширные подземные галереи в среднем 8-10 футов в ширину и 4-6 футов в высоту и протяженностью в сотни миль. Они использовались христианами как места убежищ, служений и похорон во время гонений. Количество захоронений христиан насчитывает там от 2 до 7 миллионов. И все это началось, как сказал Иисус, когда Иоанн выступил с проповедью о святости. Это вызовет ответную реакцию, уж будьте уверены. И если мы хотим иметь Царство Божье, мы должны будем за него бороться. Когда я был мальчишкой, у нас в школе был один хулиган. Вы, возможно, с этим знакомы, в большинстве школ есть такие. Этот парень бил, толкал и пихал меня без всякой причины. Я его очень боялся. Я боялся даже открыть рот и никогда не доносил на него ни в школе, ни дома. Я просто терпел. Однажды, когда я прогуливался по улице, этот хулиган начал дразнить не только меня, но и других тоже. Я сказал себе: если он идет по улице, а я стою на поребрике, мы становимся приблизительно одного роста. Это было откровение для меня. Я схватил его за рубашку, притянул к себе и толкнул на проезжую часть. Я бил его прямо в нос до тех пор, пока у него не пошла кровь. В конце концов, меня просто должны были оттащить от него. После этого он ни разу ко мне не прикоснулся. Так мало надо для большого хулигана. Самая удивительная вещь заключалась в том, что после этого инцидента парень не стал охотиться за мной. Он просто навсегда перестал меня задевать. Я обрел мир, пришедший через сражение. А вы знаете, что дьявол не понимает никакого другого языка, кроме этого? Он понимает только тех, кто наносит ему поражение. У дьявола нет милости. Так же и грех. Иисус сказал, что венец в Царстве Божьем достанется тем, кто горяч и ревностен и прилагает мощные усилия. Боритесь за него. Вот что Иисус имел в виду, а не сидите, постановая, поплакивая и жалуясь, какой плохой
этот мир. Слово «сильный» упоминается в 57 местах 56 различных стихов. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих, является единственным стихом в Библии, где слово «сильный» употребляется дважды. От Бытия до Откровения ты можешь читать о силе. От падения Адама и Евы до настоящего времени Царство Божье и силы сатаны находятся в борьбе. Вот, например, история Иакова. Его имя означает «выживающий хитростью». Иакова не любили. Он украл первородство у брата, он обманул своего отца и своего дядюшку. Иаков обманывал других людей много раз, но затем что-то повлияло на него. Он убежал от тестя со своими женами и богатством и решил вернуться в свои края. И вот тут он оказался в тяжелом положении между двух огней. Сзади за ним гнался тесть, а впереди ждала встреча с братом, которого он обманул. Что вы делаете, когда оказываетесь в жестокой переделке? Иаков помолился там у ручья Иавок на восточном берегу Иордана перед тем, как перейти в землю ханаанскую. Я признаю, что это странная история, но это написано в Библии. Иаков, этот грубый пастух, боролся с человеком. Иаков не отпускал этого человека до тех пор, пока тот не благословил его. Это была сильная борьба. Когда тот человек спросил, как его зовут, он ответил Иаков. Затем тот человек сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Иаков вышел из этой борьбы хромым. Его нога была вывихнута. «Нога, конечно, болит, но я новый человек», — сказал он своей семье, когда пришел к ней, волоча ногу. «Аллилуйя!» — закричал он. «Теперь меня зовут Израиль. Между мной и Богом все в порядке. Аллилуйя! Но я был сильным прошлой ночью. Я боролся». Как вы думаете, отреагировала его семья на его рассказ? «Я боролся с человеком, я не давал ему пройти, пока он не дал мне небесного благословения. Я больше не Иаков, я теперь Израиль». Не смея не верить, его семья смотрит на него с благоговением. Мы назовем это место Пенуэл, потому что я видел Бога лицом к лицу и остался живым. Имя Иакова употребляется в Библии 358 раз, а его новое имя Израиль 2565 раз. Это то, что Бог может сделать и для вас, когда вы боретесь за то, чем вы должны быть в действительности. Иаков победил и стал новым человеком. Бог сделает это и для вас. Если вы отступили от веры, то это только потому, что вы не сопротивлялись и не боролись достаточно сильно. Бог хочет, чтобы его дети были победителями. Еще раз посмотрите на Моисея. От момента, когда его должны убить, до воспитания в царском дворце, от убийства надзирателя до побега, чтобы спасти свою жизнь, от жизни где-то на задворках к управлению великим множеством народа в пустыне в течение 40 лет. Когда он пришел в Египет, чтобы вывести израильтян, он был свирепый, воинственный человек. Он вызывал фараона на 10 раундов, и в конце 10-го раунда царский сын умер. «Убирайтесь отсюда!» – закричал фараон. И Моисей вышел больше, чем победителем. Он был заранее уверен в победе. У нас в церквях слишком много несопротивленцев, слишком много уступчивых, слишком много идущих на компромисс со своей верой, слишком много напуганных, которые держат язык за зубами в присутствии греха и грешников. Такие не включены в список тех, о которых сказал Иисус, что они примут участие в Царстве, тех, кто готовы выдержать сильные атаки, борясь с пылким рвением и сильным напряжением. Изучая Слово Божье, мы видим замечательные примеры. Жил-был Давид, который ходил за отцовскими овцами, тихий маленький мальчик.
Мальчик-пастух из Псалма 22. «Господь пастырь мой», — напевал он, присматривая за своими резвыми овечками. Можете себе это представить? Разумный человек, разговаривающий с овцами. «Мэ!» — отвечают те. Я думаю, те овцы понимали дух мальчика. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Но скоро воды замутились. Пришло время прийти медведю. Когда придет медведь, нам будет не до сочинения псалмов. Некоторые из вас любят тихие воды и декламируют Псалом 22 на все случаи жизни, но там, где вы живете, тоже есть медведи. И медведь пришел. Что сделал Давид? Сильный борется с силой. Он вскочил и закричал: «Только что ты совершил ошибку, Миша! Ты совершил большую ошибку!» Он схватил его за бакенбарды, встряхнул его так, что тот подлетел в воздух, широко разодрал его челюсти и силой Божьей убил медведя. После этого он спел новую песенку, сочинил очередной псалом. Некоторые из вас не убили еще и кролика. Вы должны привыкать к тому, чтобы убивать медведей. Кто они? Эти огромные мерзкие медведи. Дьявол и его шайка, которые пришли, чтобы украсть, убить и погубить. Вы должны заботиться друг о друге с любовью, противостоять дьяволу вместе. Вы не должны быть благодушествующими христианами. На твоем пути к престолу нет бесплатного такси. Иисус сказал, что вы продираетесь в Царство Небесное, борясь с дьяволом. Сила нужна все время. «Царство Небесное силою берется», — сказал Иисус. Мир наводнен порнографией, убийствами, детской преступностью, абортами. Только сильный может выстоять и мощно наступать. Итак, вы должны решить для себя, хочу ли я потерять царство или хочу быть среди тех, кто берет его. Бог хочет вложить в вас воинственный дух. Он сделал это для Давида, Он сделает это и для вас. Когда огромный великан Голиаф выступил против Давида, ревя как бык, проклиная Иегову, Давид нашел в себе смелость стоять против него. Самый маленький в семье, без блистающих доспехов, он сказал: «Бог дает мне то, с чем я могу сражаться». Кинул взгляд на длинноногого дьявола Голиафа, пустил один камень из своей пращи, и этот унижавший всех великан пал. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Давид стал царем, Библия приводит эту историю целиком. Имя Давид упоминается в Библии 1085 раз. Давид был Божий человек, точно так же и вы можете быть Божьими мужчиной или женщиной. Если вам нужно покопаться в генеалогии своей семьи, чтобы найти достойный пример для подражания, сделайте это во славу Божью. Если в вашей семье нет героев, станьте первым. Победы, завоеванные силой, творят историю. Мы можем вернуться к истории и найти там такого человека, как Мартин Лютер. Он карабкался по святой лестнице в Риме. Я был там. Говорят, что дерево этих ступеней от первого этажа до третьего привезено из Иерусалима. Это помост, на котором стоял Пилат и кричал: «Вот человек», указывая на Иисуса. Но Мартин Лютер карабкался по этим ступеням до тех пор, пока его колени не начали кровоточить, в покаянии моля о прощении своих грехов. И на половине пути Бог заговорил с ним: «Мартин, праведный верою жив будет». И что-то наполнило сердце Мартина. Радость, мир, дух воина наполнил его. Он больше не был простым священником, изучающим еврейский и греческий языки. Он вышел из римской церкви
вернулся назад в Германию, прибил свои 95 тезисов на дверь церкви в Виттенберге, и весь ад потерпел поражение. Изучая жизнь Мартина Лютера, вы узнаете о поругании, которое он вынес. Но этот человек принес великое пробуждение в Европу, и Европа вышла из так называемых темных веков, зажигая искру, от которой возгорелось пламя. Он был обманут, проклят, обруган. Его жизнь подвергалась опасности. Вызванный Карлом V, императором Священной Римской империи, которая в то время включала Германию, Испанию, Нидерланды, Австрию, чтобы предстать перед драконовским парламентом, он должен был в присутствии сановников империи и церкви взять свои слова обратно. Однако Мартин Лютер ответил, что он не может взять назад ничего, кроме того, что не соответствует Писанию. «Я стою на своем, я не сойду ни на йоту. Помоги мне, Бог». Он был осужден, но у него было слишком много друзей среди германских князей, так что указ не был приведен в исполнение. Он скрывался у друга около года и затем вернулся в Виттенберг, чтобы продолжить свою работу, говорить и писать. Среди прочего, он перевел Библию на немецкий язык, что принесло одухотворение в Германию. Он начал протестантскую реформацию, приведшую мир к освобождению от одного из наиболее деспотичных режимов в истории. Мартин Лютер был победителем, который взял царство силой. Лютеранская церковь до сих пор называется его именем. Он был бойцом, и Бог хочет, чтобы мы были такими же бойцами против греха, противления и ненависти к истине. Я могу перечислить многих мужчин и женщин в истории, которые, подобно тем, что мы уже рассмотрели в этой главе, были бесстрашны в борьбе за свою веру. Они знали, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Давайте поднимемся вместе. Победители никогда не сдаются.